более нравственный аспект метафизики нахшбандийского тариката. Суфизм – одно из основных направлений классической мусульманской философии. В своих философских основах и практике суфизм является эзотерическим учением в контексте ислама и вместе с тем шире его. Суфизм – это пути, методы и средства достижения степени ихсана, осознания постоянного присутствия Аллаха. Суфизм и ихсан являются частью исламской религии. Тарикат является это путь и методы воспитания, которым следуют муриды, ученики под наблюдением наставника шейха для постижения Аллаха. Нахшбандийский тарикат – один из самых распространенных из 12 суннитских суфийских тарикатов. Получил название в конце XIV века по имени Мухаммада Бахауддина Нахшбанди аль-Бухари, который умер в 1389 году. Цель духовной преемственности сильсиля тариката восходит к сподвижнику пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакр ас-Сиддику. Как указывает Хамидов в своей статье «Машайх Турк и Нахшбандия в Волго-Уральском регионе», в современном обществе придерживание религии считают суфизмом, хотя это разные понятия. Такое понимание суфизма, скорее всего, является результатом атеистического воспитания в советском прошлом и секуляризации общества в современный период. Идеальная нравственность всегда являлась целью самосовершенствования личности, идеалом для человечества в общем и для мусульманина в частности. Согласно изречению пророка ислама Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, цель пророческой миссии – это явление миру совершенной морали. Как он сказал, «Я был послан только для того, чтобы сделать нравы совершенными». Многовековой опыт суфийской педагогики, на котором были воспитаны многие поколения мусульман Волго-Уральского региона и который был утерян, требует своего возрождения в условиях новых вызовов секуляризма, когда рушится моральный устой традиционного общества и исчезает культурное многообразие. Глобализация и разрушение традиционных устоев мусульманского общества привели к упадку данного направления классической мусульманской философии без замены его каким-либо другим равноценным или более передовым учением. Современная исламская образовательная система акцентирует внимание на две части ислама – иман вероубеждения и ислам поклонения. Третья часть ислама, ихсан, пока еще остается вне зоны мусульманской образовательной системы. Поэтому требуется изучение и применение опыта нравственного воспитания на основе нахшбандийского тариката для решения современных социальных проблем, проблем образования и воспитания в общем и в мусульманских сообществах в частности. В современных исследованиях, опубликованных на русском языке, уделяется некоторое внимание метафизике суфийских тарикатов. Общим вопросам по основам суфизма и некоторым его аспектам посвящены такие работы, как книга Мухаммада Юсуфа Хаттара «Актуальные вопросы исламского вероучения, права и этики», но с арабского языка он должен переводиться как «Энциклопедия Маусуха Юсуфия фи даляйли Суфия» называется на арабском, то есть «Энциклопедия Юсуфа Хаттара по разъяснению аргументов суфизма». Также работа Дарафеевой «Исламский мистицизм и его среднеазиатская практика», Тишиева «Этическая основа суфизма как аскетического течения в исламе». Влияние суфийской нравственности и метафизики нахшбандийского тариката на мусульманское сообщество Волго-Уральского региона было огромным. Это доказано исследованиями таких ученых, как, например, Михаил Кемпер и других. Он пишет, что в начале XIX века почти все ученые уляма Татарстана и Башкортостана являлись членами этого тариката. Становление и развитие тюркской литературы Волго-Уральского региона также неразрывно связан с суфизмом, суфийским мировоззрением. Как указывает Идиатуллина, татарская поэзия до середины XIX века была пропитана суфийской моралью. Особый интерес в данном направлении представляют труды татарских ученых, шейхов тариката. Морально-нравственный аспект нахшбандийского тариката раскрывается в стихотворном трактате «Маджмауль-Адаб Хибатуллы ибн Саид Баттала аль-Каргали» 1796-1867 годы, изданном в конце XIX века в Казани. Он состоит из двух частей. Первая часть книги посвящена моральным качествам мухтасиба,
то есть контролера общественной морали. Из нее следует, что призыв к одобряемому и запрет порицаемого являлся одним из основных принципов накшбандийского тариката в Волго-Уральском регионе. Вторая часть данного произведения озаглавлена «И адаби сулюк ва шараити мораль следования тарикату и его условия» о моральных качествах, необходимых для следования по суфийскому пути и их предпосылках, и содержит необходимые требования к наставнику и ученику. Самым важным условием для наставничества Хибатуллах считает обладание шейхом экзотерическими, то есть явными знаниями, потому что никто без очевидного знания не может добиться психоэкстатического состояния халь, который у Накшбандии считается таковым только если происходит при ясном сознании и целостной памяти. Из произведения Хибатуллах вытекают такие нравственные принципы, как дела должны соответствовать словам, обучение, воспитание и наставление должны выполняться исключительно ради Всевышнего, из чего вытекает, например, бесплатность образования, обучения. Тасауф и мораль взаимозависимы. Не может быть суфизма без морали и морали без суфизма, то есть подразумевается в мусульманском обществе или сообществе. Приверженность к строгому соблюдению шариата и неприятие чрезмерного аскетизма были характерны именно накшбандийскому тарикату, последователями которого были суфии Волго-Уральского региона. В Накшбанди аскетизм не является целью духовного путника сялика, а лишь одним из методов воспитания нафса или даже одним из результатов его. Ведь истощающий пагубный голод и физическая немощь у большинства людей не вызывают возвышенные чувства, а наоборот пробуждают низменные чувства. Взгляд накшбандийского тариката на караматы, то есть чрезвычайное качество и случаи, возникающие у святых, у али, сверхъестественные способности или явления, также отличается от взгляда других тарикатов. Наивысшей степенью карамата шейха тариката считается признание его и присяга ему крупных ученых экзотерических, то есть явных знаний, и их следование ему. Покорность ученых явных знаний, то есть обычных ученых, одному из шейхов тариката является величайшим из караматов. Первое, на что наставляет шейх своего ученика, желающего вступить в тарикат, это тауба, и он является основой всего последующего. Он заключается в следующих вещах: чистосердечное раскаяние, возврат возмещения вреда, возврат незаконных приобретений и притеснений правообладателям, если это возможно. А если невозможно, то мольба о прощении и молитва за обиженного. Восполнение прав Аллаха, таких как намаз, пост, закат, а также раскаяние и истигфар за грехи, которые невозможно восполнить, такие как употребление вина, прелюбодеяние и другие. Твердая решимость никогда не возвращаться к совершению грехов. Внешнее проявление суфизма и даже достижение высших степеней не является признаком вхождения в тарикат, если мурид, ученик, злословит о своем шейхе или шейх отворачивается от него. То есть, если мурид по своим нравственным качествам не соответствует требованиям тариката. Шейхи накшбандийского тариката считают выполнение предписаний религии обязательным условием для познания истины, и что соблюдение шариата является признаком тариката. Отношение тариката к знаниям приводится в высказывании имама Аль-Газали. Он говорит: думаю, ты слышал от суфиев выражение «Инна аль-гильма хиджабун ван халихи тарикати». Есть такое выражение, что знание является препятствием, занавесом для данного тариката. Это истина и правда, говорит Газали, потому что занятие знанием, которое достигается путем чувств, то есть 5 органов чувств, диалектические знания, будут преградой для этих состояний, то есть психоэкстатического состояния. Предыдущие знания не будут преградой для озарений в том случае, если они не отвлекают сердце человека при самосозерцании, а могут быть даже причиной для озарения. Точно так же духовный путник сяли освободит себя
если освободить себя от прошлых фантазий и ощущений, то они не будут для него преградой. Диалектические знания являются преградой для постижения эзотерических знаний, то есть сердечных, внутренних знаний, познаний, если они приводят ученого к идее, что образы действительности и являются истинной реальностью. Для такого человека невозможно раскрытие действительности, сущности дел, вещей, потому что эти убеждения – это образ действительности истины, а не сама истина. Порицается, если ученик не имеет ни явных знаний, ни сокровенных знаний, так как долгие годы он может оставаться связанным с сложными мечтами, фантазиями, и даже маленькое сомнение станет для него большой преградой в достижении цели. Шейх Рамзи приводит слова шейха Абдулхамида Эфенди о том, что для наставничества обязательно обладание большими знаниями, то есть экзотерическими обычными знаниями. Предпочтение дается суфию над ученым только в том случае, если он достиг совершенства в эзотерических знаниях и знает все знания, связанные с этим, без обучения, то есть салят от Всевышнего. Но такие случаи необычайно редки. Не следует судить о суфизме и суфиях, основываясь на лжецах, псевдосуфиях, имитирующих суфиев и порочащих знаний и ученых и так далее. В результате данного небольшого исследования можно сделать следующие выводы. Нравственные принципы нахшбандийского тариката основаны на общечеловеческих ценностях, таких как искренность, стремление к знаниям и самосовершенствованию, доброта, активная жизненная позиция. Второе. Целью тариката, идеалом суфия является совершенная нравственность, обладатель которой доставляет облегчение и радость окружающим. Третье. Суфизм и мораль неотделимы и взаимозависимы друг от друга. Четвертых. Нахшбандийский тарикат делает акцент на самосовершенствовании не только ученика, но и наставника шейха. И общие выводы, суфистская педагогика и мораль нахшбандийского тариката является неотъемлемой частью педагогики, морали и культуры мусульманского сообщества Волго-Уральского региона, татарского и башкирского народов. Суфизм, суфистская метафизика является частью мирового культурного наследия. Нужно считать целесообразным введение в оборот понятия суфистская педагогика. Такое понятие встречается в книгах «Педагогика старометодных мадресе» татарских, была основана на суфистской педагогике. Рахмет. Сұрау енді олай көп білген кішіде болмай һәм бүтінек олай Мына бұл беке бек тұрысың, кейінда бұл бекені Bizde toranlığa mümkün mü yok mu? Bir neydi tege sufizmning hozirgi vaqtda qaralmauı, mana shu o'rischa aytganda sekularizm kishilarning ateistik qarashda tarbiyalanuvlari orqasida ham Yevropaning shu dinsiz qarashlari endi musulmon illarida taralgan kolonializm vaqtida endi kelib kirgan o'qituv sistemasida, tarbiya sistemasida shuning orqasida bo'lay. Agar endi u o'qituv tarbiya sistemasida masalan mustaqil bo'lsa, endi shu sufiylarning adab, axloq qoidalarini kiritganda bir necha qarshilik, ya'ni bu aqlga da, nega da qarshi keladigan ayyorlar yo'q anda, ortiq teranga kirib ketmasalar endi bo'lay tarbiya. Chunki u endi aytganimizcha 1000 yil bo'yi tajribasi bor ham musulmon xalqlari shuning bilan tarbiyalanganlar, shu adabda, axloqda, shunga ko'ra bir necha durust etib kiritganda bu sistemani, ya'ni u natijasi yaxshi bo'ladi. Bir вопрос. Hadi bu sufiler amcık kimdir alan noktalar iş olan. Hadi bir abrık olan. Naqshbandi tariqatında ayrim onda maqsad deb aytilar, mana shu Alloh taolani tanuğa, yaqinayuğa, shu tüpni endi shu adab axloqni ideal
итүү булып тора. Әдәп әхлак идеал булырга мөмкин иде, Аллаһ Тәгаләгә якынайган рәвештә генә инде. Фарызларны үтәп, шәригать кушканнан әйберләрне үтәп һәм үзен өстендә эшләп инде. Үзенең ишегне агартып, сорауны мин оныттым. Значит, ну, на суфийский ученые, bu regionda Var mı? var mı, yok mu degende? Yok. Kim baydan keladi? Yok. Yok, bilen bana. Hazır pользуемся его знаниями. Yani var mı? Ne silsile meselesinde olar aytırlar üç türlü bulurga mümkün. Allah Teala'ga yakınayı indi şuşu nige maksatqa erişu indi. Birisi onun sohbet bilendi. Sohbet indi mine şuşu şeyhlerden alıp yerip, onlardan alıp deyip. İkincisi zikir bilendi. Zikir indi Allah Teala'nı kumuldan, yürekten, yani ihlaslık indi. Her vakit Allah Teala'nı kumulda, yürekte tutu, unutma. Üçüncüsü murakaba diye atılan. Murakaba indi bütün yani fikirlerini, uylarını mine bu diş sizi organlar indi, peç organı şustu. Şularını biklep koyup, yavrup koyup, üzerine tırnağı diye atılan. Sama sezirtaniye. Hatta Allah Teala'dan indi mine şuşu psихоэкстатическое состояние, ayıp akıl bilen üzerinin indidir, anda indi süyü hem любовь и тоска, ne diyen şu şimdi haletini toyu. Meditasyon. Uçurlar. Lakin ne ayıp akıl halle diyen o. Meditasyyadan ezerek başka tarikatlardan Nakşibandi'nin şimdi ayrımalıkları var. Onlar indi minnetteki üzüzünü unutup santi haline kirip, mecnun haline kirip, onlarda dürüst sanalmayı. Это дозволено или не дозволено? Это не дозволено в Накшбандийском тарикате. В других тарикатах это дозволено, если они... Значит, ширк есть, да, там какой-то? Ну, я не буду рассуждать о них, например, но то, что касается Накшбандийского тариката, который у нас был здесь распространен, там, то есть, нету таких противоречий с исламским. У вас есть шейх Накшбанди? Нет, утерян. Я, как уже сказал, были утеряны эти... Нету, да. Ну, а есть в Индии, Пакистане, например, тоже в Саудии, но Накшбандийский тарикат распространен сейчас в основном, то есть шейхи есть Индия, Пакистан. И в Турции есть. В Турции, наверное, но которые самые знаменитые, мы знаем. Это Осман Нури Топаш. Ну, в Турции разные есть, а такой самый распространенный это в Индии и Пакистане, вот этот наш английский тарикат. Bu safhada Sufi bulma indi diyen eğitim var mı? Eğitim şöyle. Sufi bulma indi. Bu eğitim indi Sovet zamanında çıkanlardır indi ol, yani dinli kişini Sufi dip atav şundan yani dinli bulup kılanma diyen namnede. Avlay negizde aslında ulu ilim bulup durayın bu. Ben bulup durak, ilim bulup durak. Psixologiya bilen beyliyinde bir gerek de o psixologiya fennine beyli. Самосовершенствование, самосозерцание ve belli evirler. Bu kirek evirinde. Çünkü kişi hazır bu vakitte bütün üstündeki материалистик qarashda. Müslüman diyen kişiler de у них взгляды материалистические. Они не могут рассуждать об этом, обсуждать. Только они считают, что диалектика это есть истина. Хотя диалектика это был ведь диалектический метод, способ познания истины, а не сама истина. Хорошо, Димана. Yok mu?